Нельзя сказать, что для Министерства культуры, как и для других, этот год выдался легко. Пандемия, несомненно, отразилась на всех. С момента, как официально отменили массовые мероприятия, культурные объекты закрыли свои двери, сцены затихли. Тем не менее, деятели культуры приложили максимум усилий, чтобы эта отрасль не прекращала свое развитие. Однако интернет был доступен всем. Большинство культурных мероприятий перешли в онлайн-формат. К этому не только привыкли, но и начали находить массу плюсов. А празднование самых значимых событий для региона решили перенести до благоприятных времен. Одним из них бесспорно стало 250-летие единения Ингушетии с Россией. С большим размахом эту памятную дату отметили, когда смягчили ограничительные меры. Грандиозное представление разделили на 3 части. Открыли мероприятие экстремальным и зрелищным выступлением авиационной группы Военно-воздушных сил России «Стрижи». На территории стадиона организовали подворье, где представили работы ингушских мастеров кузнечного, гончарного, ткацкого дела. Далее зрителей перенесли на 2,5 века назад. На сцене показали, как проходил сам процесс подписания соглашения единения Ингушетии с Россией. Поздравляли ингушей и гости. Среди них помощник полпреда СКФО Сергей Стариков. Он зачитал поздравления от президента страны Владимира Путина. Теплые пожелания приняли и от председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Поздравляли друг друга жители республики. Надо всегда стремиться к позитиву, к развитию республики, к созиданию. Замечательно, все настолько качественно, все хорошо подготовлено. Молодцы, все постарались. Большое спасибо. Обалденный концерт, очень нравится. Такое впечатление, прямо приятно очень. Третья часть праздника – большой концерт, на котором выступили звезды ингушской, кавказской и российской эстрады. Поздравить с праздником приехали такие артисты, как победитель 2-го сезона музыкального шоу «Голос» Сергей Волчков, Тамара Гверцетели, Патимат Кагирова, Глюкоза, Диана Анкудинова. Торжественное мероприятие годовщине единения продлилось более 4 часов и завершилось около 9 вечера праздничным салютом. Средства на празднование были выделены президентом страны из резервного фонда. Часть из них пошли на концертную программу и реставрацию стадиона Дьякова в Сунже. Министерство культуры признается, что с поставленными задачами справились. 9 трейлеров, приезжают огромные машины, длинномеры, как их называют в народе, и установить такие конструкции с 5-6-этажный дом высотой. Это была просто произведена огромная, просто чумовая работа. Вы понимаете? И, соответственно, со всеми требованиями. У ингушей есть же какие-то свои требования. Волк, халари, халанзари, да, вот такие вещи мы говорим. Вот, на мой взгляд, честно говоря, я очень доволен остался. Ну и голова, естественно. Дальше. Техническое обеспечение, звук, свет. Очень качественно, на высшем уровне. Ингушетия активно провела год памяти и славы. Более 200 мероприятий и акций. Министерство культуры республики курировало организацию культурно-массовых мероприятий, которые с учетом пандемии проводить пришлось в основном онлайн. День Победы, блокадный хлеб, окна Победы, сад памяти, красная гвоздика. В каждом из них участники отдавали дань уважения погибшим за родину. С 1 по 9 мая жители региона украшали окна своих квартир и домов символами Великой Победы, флагами, рисунками, георгиевскими лентами, звездами, фотографиями родственников. А всероссийская акция «Радость Победы», приуроченная к юбилейной дате, прошла в столице республики. Минкульт региона совместно с администрацией города Магаз у подножья башни Согласия провели праздничный концерт. И до населения, естественно, информацию и доводили, и вместе с населением такая работа, она проведена. Я считаю, что народ откликается, естественно, и совместно эта работа она была сделана. Нелегко в этом году пришлось артистам, которые привыкли собирать аншлаги. Приходилось ограничиваться в своих идеях и планах из-за пандемии. Тем не менее, Госфилармония Ингушетии не прекращала свою работу ни на один день. Старались радовать своих зрителей и фанатов в режиме онлайн. С этой практикой столкнулись впервые. С апреля месяца успели провести 3 масштабных флешмоба. И не только. День Героев Отечества, 9 мая. День флага. Очень много массовых мероприятий мы проводили, записывали, тогда еще было лето, на главной сцене летнего амфитеатра и транслировали это все в прямых эфирах сети Инстаграм. И, соответственно, уже государственные концерты были транслированы и выведены в эфир
То есть показан в эфир государственным телерадиокомпаниям, как НТРК и ГТРК. Огромное им спасибо. Многие планируемые проекты Госфилармонии также пришлось отложить в связи с эпидситуацией. Работу с вокалистами над их репертуаром провели согласно плану. Занятия по хореографии, сольфеджио, вокалу, различные тренинги. Творческие коллективы, которые в этом году порадовали своими выступлениями и своим достаточно высоким уровнем подготовки, это мужская вокальная группа. И думаю, что нашим зрителям она запомнилась в этом году новыми композициями музыкальными, которые они исполняли, новыми вообще произведениями наших ингушских авторов. Женская вокальная группа тоже в этом году достаточно поднялась в своем развитии и в своих выступлениях. Пандемия отразилась на формате работы министерства, но не на показателях национального проекта «Культура». В 2020 году состоялось открытие 6 новых объектов культуры. Среди них новый ДК в сельском поселении Плиево. Открытие приурочили к 250-летию единения Ингушетии с Россией. В новом здании созданы все необходимые условия. Большой и просторный актовый зал на 200 человек, кабинет хореографии и изобразительного искусства, библиотека. Еще 2 культурных объекта в 2020-м открыли двери в самых отдаленных селах региона. Для жителей сельского поселения Чемульга и Бердюрта дома культуры стали самым приятным подарком. Чтобы вы здесь и житейские вопросы села своего обсуждали, и могли отдохнуть и обсудить те или иные вопросы, которые касаются вашего села. Долгожданный и первый за всю историю села Дом культуры ввели в эксплуатацию и в селении Вежери-Юрт. Соцобъект построен по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». ДК открыли и в сельских поселениях Верхняя Чулки и Южная. Также в регионе отреконструировали несколько храмов культуры. Дома культуры открыты в соответствии со всеми требованиями. Даже были какие-то моменты, где глава сам принимал участие, естественно, где-то что-то, где-то какие-то вот даже нюансы, какие-то мелочи. Приходил глава, тут же эти мелочи устранялись. И также 3 реконструкции 3 объектов. Это в сельском поселении Алхасты, Нестеровская и Икажево тоже. 3 реконструкции, они полностью завершены, освоение 100%. В рамках национального проекта «Культура» в Ингушетии реализовывается и программа «Модельные библиотеки». Система обновления и инновационного развития направлены на то, чтобы полностью поменять представление о библиотечном деле в России. Они уже открылись в Назрани и Зязика в Юрте. В целом, реализацией нацпроекта министерство довольно, но подчеркивают, что есть над чем работать. Естественно, мы работаем с Министерством культуры Российской Федерации, говорим, и в дальнейшем, чтобы обратили особое внимание на детские учреждения музыкальные, детские художественные школы. Также у нас в планах есть это ремонт детских музыкальных школ, также и строительство детских музыкальных школ. Отличились активной деятельностью в 2020 году музеи Ингушетии и даже в период карантина. Населению был доступен большой выбор онлайн-развлечений. На официальных сайтах проводились виртуальные прогулки по залам музеев. Работники музея краеведения признаются, что в этом даже есть плюсы. Число посетителей увеличилось в разы. Они приняли участие в масштабных всероссийских акциях, провели десятки выставок. Самой значимой из них стала экспозиция, посвященная 250-летию единения Ингушетии с великой державой. Особое внимание работники музея уделили и году памяти и славы. Мы начали свою работу с освобождения Малгобека 3 января до начала пандемии. И поэтому, надо сказать, мы были в полном русле вот этой работы. И наша экспозиция, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, заняла 4-е место как лучшая экспозиция городских экспозиций, музеев городских в Российской Федерации. И вот множество вот этих сад памяти, посади дерево, образы войны, лица победы, всемирная акция «Оставайтесь дома», акция «Женское лицо победы», акция «Лица победы». Вот таких было много выставок.
Возросло число онлайн-посетителей и музея изобразительных искусств Ингушетии. На их сайте были доступны их экспонаты и выставки различных художников. Признаются, что это стало для них чем-то новым. Они также не пропустили ежегодную всероссийскую акцию «Ночь музеев». Она прошла в формате онлайн 6 мая. Еще одна ночь, но искусств. Музей к этой акции присоединился уже в 7-й раз. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, провели 76 выставок, включая мероприятия, приуроченные к юбилейной дате единения Ингушетии с Россией. Выставка, которая состоялась у нас 3 сентября, выставка в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Это было достаточно такое масштабное мероприятие, мы очень долго к нему готовились. Нас посетил и глава нашей республики. Наша работа была отмечена в проведении этой выставки, и по итогам этой выставки был выпущен прекрасный красочный каталог «Мы вместе», который мы назвали. Это тоже было мероприятие в рамках Министерства культуры. Но еще одним событием в уходящем году для нас стало то, что при поддержке Министерства культуры Республики Ингушетия сотрудниками нашего музея подготовлен впервые и выпускается красочный альбом «Художники Ингушетии». Просмотр спектаклей в режиме онлайн предложили в этом году и актеры театров. Вниманию зрителя Ингушский драмтеатр имени Базоркина в таком формате представил спектакль «Поспешное замужество». Усердно работал и Русский государственный музыкально-драматический театр. А сразу после снятия ограничительных мер актеры сменили локацию и порадовали зрителей постановкой в горах, а точнее в Сосновом Бору. На территории лесопарковой зоны Локарамхи прошел спектакль «Две стрелы» по пьесе Александра Володина. Творческий эксперимент от Русского музыкального драматического театра Ингушетии проходил в рамках проекта «Легенды Ингушетии». А до пандемии зритель увидел и другие постановки, в том числе и спектакль «Из тьмы веков». В условиях пандемии мы играли в Джайрахском районе в рамках нашего проекта «Легенды Ингушетии». Это спектакль в живых декорациях. Да? Вы, наверное, слышали об этом проекте, который мы в прошлом году провели успешно очень. Сыграли 5 спектаклей на фоне башен и так далее, на фоне природы. И, конечно, нам это очень понравилось, и нравится это и зрителям, такой необычный формат. Это идея и реализация всего этого проекта, и этим занимался наш Микаэл Базоркин. Конечно, мы продолжаем и продолжали работать в условиях пандемии на всех возможных площадках, онлайн и так далее. Мы приняли участие в онлайн-фестивале русских театров в Махачкале. Там, где возможно было, мы не упускали. У нас выезжали ребята на режиссерскую лабораторию. Ахмед Лианов выехал. Мы успели еще до пандемии сыграть премьеру спектакля «Хаджи Мурат» Толстому. Постановки Ахмеда Лианова в рамках программы «Театр малых городов Единой России». А в Тюзе в этом году состоялась премьера спектакля «Али Баба и 40 разбойников». Не обделили вниманием юного зрителя и в период пандемии. Театр в 2020 году провел 3 виртуальных спектакля, которые уже давно стали его визитной карточкой. Это шекспировский «Гамлет», «Волшебная лампа Аладдина» и «Гроза Островского» в прочтении режиссера Ахмеда Лианова. Вид такой необыкновенный! Нечто! Ой! Так красота же, маленькая! А вы говорите нечто! Ну, пригляделись вы или не понимаете, какая красота! В рамках партийного проекта «Единой России. Культура малой Родины» в 2020-м выделено более 20 миллионов рублей. На эти средства планируется обновить и пополнить материально-техническую базу 4 театров, проведение спектаклей, а также в качестве подарка грузовой автомобиль на нужды драмтеатра. Всего в рамках реализации проекта покажут постановки 4 театров. Кроме Ингушского драматического, в их число также входит Русский драматический, студия «Барт» и театр юного зрителя. Масштабную реконструкцию провели и в Центре культурного развития Ингушетии. На эти цели выделили 8 миллионов. В режиме онлайн Ингушетия также праздновала и День России. В сети интернет провели трогательные флешмобы с участием детей. Акции прошли ко Дню народного единства. Главной целью виртуальных флешмобов стало продолжение патриотического воспитания детей, несмотря на ковидные ограничения. Это дает то, что мы все едины, что мы всегда вместе в той или иной ситуации. Поэтому как бы за счет вот этих вот мероприятий, да, естественно, мы
еще больше объединяемся. Мы говорим, что мы есть, и мы проводим, и, соответственно, все эти мероприятия для нас, они важны. В 2020 году Минкульт по целевым местам направил 68 человек на обучение в лучшие вузы Москвы и Кемерово. Они проходили дистанционно. Хореографические коллективы были вынуждены отменить все гастроли. Однако государственные ансамбли Ингушетии в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией разработали новые постановки. Несмотря на многие препятствия, в целом деятели культуры довольны своими успехами и показателями. Год был очень сложным, на наш взгляд, учитывая пандемию, которая нас окружила. Вот. И, естественно, сложности были, но тем не менее поставленные задачи мы максимально попытались и пытаемся завершить. С начала Нового года Министерство культуры начинает готовиться к 30-летию республики, которое отпразднует в 2022 году, а также к празднованию столетия со дня образования ингушской государственности. Дату отметят в 2024. Обещают, что мероприятия такого масштаба в регионе пройдут впервые. Планируют провести турне по Казахстану, представить ингушскую культуру в европейских странах. Также в 2021 Минкульт продолжит работу по исполнению нацпроектов, не забывая также о реализации других госпрограмм. Диана Дударова, Новости 24.